эфире 375-й выпуск программы «Пропеллер». Всем привет. И сегодня наш выпуск посвящен школьникам. Да, все, что связано, ну не то чтобы школьников, все, что связано со школой, то, чем мы занимаемся в школьные годы чудесные. И первый сюжет у нас о конкурсе «Длинная коса, девичья краса». Косу же действительно очень сложно, как это правильно сказать, вырасти? Нет, выращивать. Или, нет, не выращивать. Культивировать. Культивировать. Ее же не то, что помыть эту косу надо, да? Высушить еще надо. Да. Расчесать ее, как-то ее там поднять. Птиц оттуда вытащить, которые там запутались. Для них же вообще трагично, допустим, если у нее жвачка попала на голову. Тебе часто жвачка на голову попадает? Ну нет, Ну бывает иногда, чего уж там. Бывает иногда. Голос. Буквально пару лет назад у нас в России в моду опять вошли в повседневную... Гриндерсы, нефтяного роста. Длинные платья в старорусском стиле, отращивать длинные волосы. Тем самым повышается интерес к старорусской культуре. Особенно ценно то, что девушки отращивают такие длинные косы, потому что сейчас с современным ритмом жизни действительно за волосами ухаживать очень тяжело. И тем не менее традиции сохраняются, это не может не радовать. Второй республиканский конкурс «Длинная коса, девичья краса» на первом этапе собрал 29 участниц. Отбором девушек занимались профессиональные стилисты, которые выбрали 20 обладательниц шикарных волос. Остальные расплакались. Мамы тоже слезы на глазах у всех. И мы тогда приняли такое решение, что мы убираем один выход, поэтому у нас сейчас не 20, а 29. Наша цель вот показать волосы, и чтобы они старались беречь эти волосы. Я, например, говорю, хорошие волосы на голове у девушки – это драгоценные камни. Я их так сравниваю. Возраст участниц от 7 до 15 лет. Конкурс проводился в 4 этапа. Самым зрелищным был замер косы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Меня в первую очередь поддержали мои одноклассники, мой классный руководитель. Сказали то, что длинные волосы – это на самом деле редкость в наши дни. И то, что я непременно должна этим воспользоваться. Моя любимая прическа, наверное, рыбий хвост. Легкая, простая, быстрая и красивая. Вариантов причесок для длинных волос очень много. Особо модными стали французские косы и различные плетения. Также всегда остаются актуальными многоярусные стрижки, скульптурные волны, всевозможные хвосты и начесы. Все это многообразие демонстрировали участницы конкурса, дополнив свои прически оригинальными украшениями. У меня длинные волосы, и они мне очень нравятся. И я решила себя испытать. Вдруг у меня все получится. У каждой девочки должны быть длинные волосы. В них вся красота. Чтобы волосы всегда оставались красивыми, стилисты советуют использовать ухаживающую косметику, бальзамы и масла, а также меньше травмировать волосы горячими укладками. Ну а самое важное – следить за своим здоровьем. А впрочем, и сами участницы прекрасно знают, как сохранить свою шевелюру. Мы ездили в отпуск, и я привезла из отпуска очень хорошие маски для волос. Волосы я могу помыть за 10-15 минут, а сушить это такой фен хороший. Давайте поговорим о следующем нашем сюжете. Это не то чтобы сюжет, это небольшой, наверное, экскурс в историю. Дело в том, что у нас проходит олимпиада, которая называется «Северный меридиан». Я не был на подобных мероприятиях. У нас в школе, школа, и школьник никуда не ездили ни в какие вузы. И очень радует то, что можно приехать в вуз не то, что поучаствовать в олимпиаде, но по большей степени посмотреть студенческую жизнь. Вот я бы только из-за этого бы поехал. Самое главное, что присутствует конкуренция. Когда есть конкуренция, есть интерес. Вот хочется быть первым из первых.
Эта Олимпиада будет связана с достаточно специфической темой. Это краеведение, это география, туризм. Радостно, что дети хотят изучать географию, потому что сейчас большинство подростков практически не знают элементарных вещей. Там, где да, вот, допустим, находится. столица Камбоджи. Ты знаешь, что знаешь столицу Камбоджи. Неринг, глядите, может. Интересные задания — это творческие. Например, было такое задание, как «Черный ящик». Творческое задание — это визитка. Каждой команде дается своя страна, и она должна ее представить. Это приготовить блюдо, рассказать о ней вкратце презентацию и там танец, песню спеть национальную. Капитанский конкурс был, тогда, да, реально сложно было. Мы должны были заранее все приготовить. Билеты давали. Тянули, как, например, в экзамене же сидишь и тянешь билеты, не знаешь. Потом они стояли и думали, как ответить. Ты должен знать свой край. Это самое первое. Потом ты должен знать географию страны, столицы, что там находится. Уметь работать в команде. Там, во-первых, командная работа очень хорошо оценивалась. Допустим, если даже ты не знаешь в какой-то сфере, а там некоторые участники знают, вы можете посовещаться и дать общий ответ. В общем, кругозор очень хороший должен быть. В этом году школьников ожидает новый формат игры «Северный меридиан». Она будет проведена в виде квест-игры. Одно общее, да, получается, и там несколько вопросов пошагово. Например, чтобы до главного квеста найти, как World of Warcraft или Skyrim, чтобы до главного дойти, надо все вот эти выполнить пошагово. Что дает школьнику участие в подобных мероприятиях вузовских? Во-первых, представление о будущем. Как в школе же еще, я, например, вообще в ВУЗе жил, я не знал, не представлял, у меня такой возможности не было прийти в университет, там поучаствовать где-нибудь. Для их мировоззрения, думаю, это очень полезно. Олимпиада «Северный меридиан» пройдет в 2 этапа. Первый состоится в Байкальском государственном университете экономики и права 4 декабря в 11:00. Второй этап пройдет 5 декабря в 14:00 в Краеведческом музее имени Ярославского. Заявки на участие можно оставлять, позвонив по номеру телефона 36 97 96. Переходим к нашему третьему, последнему сюжету. Это обзор игр. Есть сейчас такая проблема, то что современные дети слишком много уделяют внимания играм. Это правда. Все знают эту проблему. Но тем не менее, это не значит, что игры — это плохо. Есть такая серия игр, называется Assassin's Creed. Все знают. И казалось бы, откуда детям получить знания, допустим, о Флоренции или о Леонардо да Винчи? Google. Google. Есть же определенная мотивация, зачем это делать. А так, одновременно играя, можно получить какие-то интересные знания в истории. В компьютерных играх я не сильна, и не мне судить. Это все мальчишечьи стрелялки, мальчишечьи игрушки. Я люблю играть в куклы. Каждому свое. Допустим, выходит игра какая-нибудь о войне. В ней все факты искажены. То есть это мне не нравится. И школьники, они воспринимают это за чистую монету. Очень много было квестов от студии LucasArts в свое время. Они были на английском языке, они были очень интересными, очень хорошо сделанными. И они развивали логику, они помогали учить английский, они развивали абстрактное мышление, фантазию и так далее. А RPG или, допустим, какие-нибудь экономические симуляторы, вполне логично, они развивают экономические какие-то навыки и навыки, просто концепцию развития в голове могут выстраивать. То есть, как ты прокачиваешь своего персонажа. И я знаю некоторых людей, которые и в жизни потом начинали прокачиваться так же, как в игре, и достигали определенных высот. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Артур. Сегодня я хочу вам рассказать про новинки игровой индустрии. Хочу начать свой рассказ с игры Dragon Age Inquisition. Жанр игры RPG, то есть полностью ролевая игра. Здесь вам предстоит выступить в роли главного героя-инквизитора, который будет возрождать свой древний орден в борьбе с древним злом. В игре присутствуют разные классы, разные фракции, разные сюжетные линии.
Вариантов развития сюжета у игры очень много. Все будет зависеть не только от того, как вы играете, как вы деретесь, но и от того, как вы отвечаете на диалоги. Если вы готовы очень много часов потратить на эту игру, она вам определенно понравится. А сейчас я хочу вам рассказать про хит от компании Ubisoft. Игра называется Far Cry 4. Действие игры будет происходить далеко в Гималаях, в вымышленном регионе Кират, куда приезжает главный герой из Соединенных Штатов. Вопрос, конечно, зачем он туда приехал, но это будет легкий спойлер, если я вам про это расскажу. Возможности в этой игре, в принципе, у вас будут неограничены. Жанр игры — шутер от первого лица. Кто-нибудь когда-нибудь катался на слонах? Здесь у вас появится возможность это сделать. Игра вышла на все платформы, на PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 и Xbox One. Добро пожаловать в Кират! А теперь главная новинка этого года — это переиздание GTA 5 на Xbox One и PlayStation 4. Игру полностью изменили, переработали весь мир, как наземный, так и подземный. Суть игры, в принципе, осталась абсолютно та же самая, но в ней появилась куча нововведений. Также в этой игре появился вид от первого лица. Теперь вы можете почувствовать на себе управление автомобилем. Игра будет интересна абсолютно всем без исключения, но детям только с разрешения родителей. На этом я хочу закончить свой обзор. Всем спасибо, пока! Ну что ж, дорогие друзья, наш выпуск подходит к концу. Увидимся ровно через неделю. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ. Всем пока! Концертное агентство «Анна Домини» и телепрограмма «Пропеллер» приглашает всех на эксклюзивный кинопоказ документального фильма о легендарной рок-группе «Гражданская оборона» 10 декабря в 8 вечера в кинотеатре «Синема Центр». Количество билетов ограничено.